И гость эфира радио Крым Реалии, крымчанин Сергей Куницын, советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Добрый вечер, Сергей Владимирович. Добрый вечер. Вы также были были председателем Совета министров Крыма, были представителем президента Украины в Крыму, а также главой общественной организации Всеукраинская ассоциация ветеранов Афганистана и антитеррористической организации, правда? Операций. Сейчас вы уже в должности советника руководителя Офиса президента уже больше месяца, да? Где-то в середине апреля вас назначили. Да, где-то так. Ваше назначение осталось, скажем так, незамеченным, и не было такое, знаете, широкое освещение. А сейчас вы находитесь уже на Банковой, правильно я поняла? Либо у вас там нет офиса? Да, я там нахожусь, у меня там кабинет. А у вас есть сколько-то людей в подчинении, либо вы там один? Нет, во-первых, я советник на общественных началах, я не нахожусь в штате, поэтому у меня никаких сотрудников нет, и зарплату я там не получаю. Но, Сергей Владимирович, получается, что вы вы входите в окружение Офиса президента, главы Офиса президента. Как так произошло? Вам поступило предложение? Как вы познакомились с главой офиса? Но дело в том, что Борис Ермак, отец Андрея Ермака, он 4 года во время войны в Афганистане работал в посольстве Советского Союза в Республике Афганистан, даже тогда, когда уже войска оттуда вышли. И мы с ним были знакомы еще в начале 90-х, на эпохе становления государственности Украины. И он кадровый дипломат, и он очень уважительно относится к ветеранам Афганистана. Поэтому так сложилось, что мы вспомнили друг друга, и, очевидно, через наше вот это знакомство и произошло наше общение с Андреем Борисовичем Ермаком с тем, чтобы мой опыт использовать на пользу Украине. Угу. Сергей Владимирович, вот работая советником главы офиса, вы в какой-то степени формируете политику по Крыму, правильно же я понимаю? Не совсем так. Я вам скажу, что меня ошибочно после того, что была встреча президента Владимира Зеленского с крымскими татарами, где я принимал участие, некоторые средства массовой информации дали информацию о том, что я советник по Крыму. Это на самом деле не так. Я просто советник внештатный главы офиса. А главное направление, которым я сегодня занимаюсь, президент и глава офиса инициировали и поддержали нас в том, чтобы создать Совет ветеранов участников боевых действий, семей погибших, инвалидов и пропавших без вести при президенте Украины. И в большей степени мои усилия направлены на то, чтобы заниматься этим направлением, потому что в Украине сегодня уже более 550 тысяч участников боевых действий. Это и те, кто воевали в Афганистане, и те, кто выполняли миротворческие миссии, и Ирак, и Либерия, и Югославия, и, конечно же, антитеррористическая операция на Донбассе. Около 10 тысяч семей погибших уже в Украине. И главная задача – это с тем, чтобы была создана консультативная рада при президенте, которая будет в качестве консультационного органа, экспертного, помогать заниматься вот этой очень сложной категорией людей. Поэтому Крым не был там каким-либо выделенным направлением. Безусловно, мы, когда с Андреем Борисовичем общались, мы говорили и о Крыме, и о Севастополе, и о Донбассе. С учетом того, что я столько лет руководил Крымом и Севастополем, и был народным депутатом Украины первого созыва. Вот поэтому, понимаете, Сергей Владимирович, получается, что вы полную картину, да, вы были во время аннексии Крыма, вы видели все своими глазами. Именно в период оккупации вас и назначили представителем президента Украины в Крыму. И вы знаете лучше, чем, скажем, те граждане, да, Украины, которые живут на материковой части
вы как крымчанин, вы даете вот какие-то вот советы главе офиса именно по Крыму? Ну, накануне 18 мая, естественно, Дня депортации крымских татар, да, со мной советовались по ситуации, по Крыму, по, скажем, общению с крымскими татарами, с лидерами, там, с Меджлиса, с Мустафой Джемилевым, Рифатом Чубаром и в целом. С учетом того, что я, скажем, с 90-го года в политике и практически был там трижды мэром Красноперекопска, четырежды депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым, премьером, там, губернатором, у меня, конечно, колоссальный объективный опыт, в том числе и по этим вопросам, и столько, сколько я, скажем, съел на крымской земле по всем направлениям, наверное, в Киеве нет такого политика, поэтому, да и в Крыму, наверное, нет такого политика сегодня, поэтому, скажем, я свою точку зрения по ряду вопросов высказывал, когда со мной советовались и меня спрашивали, поэтому, делюсь своим опытом, скажем. А вот когда вы делитесь с опытом, общаетесь ли вы вот именно с направлениями, с ведомствами, которые работают непосредственно по Крыму? Это есть, мы знаем, что, да, представитель президента Украины в Крыму, есть и прокуратура Крыма, есть и Министерство по вопросам реинтеграции, есть, и я знаю, что при офисе Генеральной прокуратуры есть департамент, который занимается темой Крыма и Донбасса. Вы с ними контактируете, ведете ли вот работу с ними, общаетесь, что они говорят, возможно, вам, возможно, вы делитесь своим опытом? С прокуратурой Крыма я общался и общаюсь, особенно это было несколько лет назад, когда они собирали доказательную базу по действиям тех, кто в свое время руководил Крымом, кто сдавал Крым, скажем. В прокуратуре Крыма, я даже удивился, у них собрано колоссальное количество материала в результате следственных действий по тем, кто и политическим руководителям на тот момент, и по силовым структурам, которые в то время, скажем, те, кто стали коллаборационистами и кто сдавали Крым, поэтому там колоссальный объем информации. Я даже как свидетель там давал показания, и как представитель президента на момент, когда Крым захватывали, скажем, с представительством президента, с теми представителями президента, которые были там эти годы, когда оно было создано в Херсоне, я, естественно, общался с вице-премьером, общались мы несколько раз по оккупированным территориям. То есть с теми, кто хочет со мной посоветоваться, я советуюсь. Или как бы делюсь там своими, скажем, мыслями по поводу того, что можно было бы сделать. А вот ведете ли вы работу с правозащитниками, которые тоже в направлении Крыма, да, с темой Крыма занимаются? Есть ли у вас такие вот правозащитники, к которым вы прислушиваетесь, либо у вас, возможно, спрашивают советы? Я могу вам сказать так, односложно ответить. Со всеми теми, кто со мной хочет поговорить, от правозащитников до представительства президента и правоохранительных органов и в правительстве, я никому не отказываю в том, что если я могу где-то, скажем, там, или помочь, или просто совет какой-то дать, или свою точку зрения высказать. Так было все эти годы, и так будет и дальше. Понятно. Сергей Владимирович, вы знаете, что вот президент Украины всегда обращает внимание и всегда подчеркивает, да, что для него лично важно возвращение каждого украинца и каждого гражданина Украины из плена. Вопрос освобождения политзаключенных курирует непосредственно господин Ермак. Вы, как его советник, возможно, обсуждали вопрос обмена политзаключенных, вопрос возвращения украинских граждан на территории подконтрольной Украине? Да, конечно, и в том числе и Рада ветеранов, которая создается, одно из направлений, которым мы будем заниматься, это в первую очередь возвращение военнопленных, которые находятся на территории так называемых ДНР и ЛНР. И у нас сегодня в нашу команду подтягивается парень, который Богдан Подтюшенко, которого благодаря президенту Зеленскому 29 декабря был освобожден из плена, который в подвалах
в 3 тюрьмах 5 лет провел, попав раненым в Донецком аэропорту в 2015 году, и который там рассказывал все, в кавычках, прелести и ужасы испытаний, которые ему пришлось пережить во время 5-летнего плена. И мы понимаем, что речь идет о том, что еще сотни ребят, которые попали в плен, военнослужащих вооруженных сил Украины, силовых структур, они находятся в плену. Ну, отдельная тема, понятно, что там 87, по-моему, крымских татар сидят в Крыму, в основном там за политические убеждения, и есть сотни, а может несколько тысяч людей, которые на территории Российской Федерации находятся, но у нас для этого есть омбудсмен Людмила Денисова, крымчанка, которая в правительстве моем работала министром финансов, которая занимается всеобъемлюще проблемами всех, в том числе политзаключенных, которые находятся в Крыму. Ну, я сегодня в большей степени сосредотачиваюсь в том, чтобы заниматься теми военнопленными, которые находятся на территории ОРДЛО. А к военнопленным, политзаключенным из Крыма вы не имеете отношения? Кому? К политзаключенным, именно крымчанам вы имеете отношение? Ну, Рада ветеранов, которая сейчас формируется при президенте, она потому и называется Рада ветеранов в проекте, да, понимания участников боевых действий, семей погибших инвалидов войны. Она будет заниматься по нашему, ну, как бы скажем, предложению, возможно, военнопленными. Что касается людей, которые находятся в политзаключении, в том числе крымские татары, в Автономной Республике Крым, ну, в силу, скажем, своих там возможностей, конечно, там, где я смогу, я готов помочь и поучаствовать, но в большей степени это работа омбудсмена, ну и тех, кто в том же офисе президента отвечает за это направление профессионально. А как вы считаете, вот если мы наблюдаем, да, за ситуацией в Украине, все-таки больше внимания уделяют теме Донбасса. Не кажется ли вам, что тема Крыма и вопрос Крыма остается, знаете, позади постоянно? Хотя, если посмотреть на исторические факты, во время российской агрессии, именно с аннексии, да, началась российская агрессия. Вначале аннексировали, а потом были военные действия на Донбассе. Ну, на самом деле так и обстоит дело, но просто мы же с вами прекрасно понимаем, что, скажем, сама постановка вопроса, да, если по Донбассу идет вопрос о деоккупации и реинтеграции, и Россия готова, в принципе, там, при определенных условиях сбросить Украине Донбасс, там вопрос, скажем так, в технологии, да, то Россия Крым, Севастополь возвращать не собирается, поэтому если по Донбассу вопрос стоит о реинтеграции, да, и возвращении, да, и он, в принципе, на повестке дня, то по Крыму это вопрос деоккупации. Россия по Крыму и Севастополю вообще говорить с Украиной не хочет. Поэтому это разные направления. И я сказал о том, что, ну, как бы, и вы знаете, что президент объявил на встрече с крымскими татарами о том, что будет создана рабочая группа в целом по крымской проблематике, безусловно, при активном участии крымских татар. Ну и здесь в Киеве достаточно много политиков живет и людей, которым Крым не безразличен, я уже сказал, да, то есть ваш покорный слуга, есть Людмила Денисова, есть, скажем, там судья Верховного суда Валентина Симоненко Украины, есть Казарин, ректор Таврического национального университета, который сейчас уже насчитывает 5000 студентов, находится в Киеве, из них около 1000 студентов из Крыма, и десятки преподавателей из Крыма работают. То есть есть авторитетные крымчане и севастопольцы, которые находятся сегодня здесь, и которым не все равно, что будет с Крымом и с Севастополем, и которые не снимают с повестки дня вопрос по деоккупации. И хотелось бы завершить и вопрос по поводу политзаключенных. Как вы считаете, вот какая должна быть позиция у государства, да, и как государство может помочь политзаключенным, которые вот живут в Крыму?
Но этот вопрос поднимался в том числе и лидерами крымских татар на встрече с президентом, но они сами прекрасно понимают, что механизм оказания этой помощи, он может быть только через международные институции, через ПАРЕ, ПАСЕ, через ООН, через ОБСЕ. И все прекрасно понимают, что даже добившись освобождения людей, которые там сейчас находятся, России ничего не стоит еще столько же посадить, понимаете? Это бесконечный процесс, но тем не менее тот же Бекиров был, видите, освобожден и обменен, поэтому то, что может Украина делает, скорее всего это лежит в дипломатической плоскости, некие решения, некая помощь, да, через те страны, которые поддерживают Украину в вопросах возвращения оккупированных территорий. Другого механизма на сегодняшний день, к сожалению, не существует. Я напоминаю нашим слушателям, что они могут присоединиться к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Оставайтесь с нами, услышимся через несколько секунд. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Эфир радио Крым Реалии продолжается, и у нас в эфире Сергей Куницын, советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Сергей Владимирович, эта неделя с 18 мая, да, это неделя солидарности с крымско-татарским народом, и она проходит под лозунгом «Совместная боль. Общественная история». Общая история, то есть. И именно годовщину депортации, годовщину геноцида 18 мая и президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером народа, с Мустафой Джемилевым и с представителями Меджлиса. И вы тоже там были на этой встрече. Можете рассказать подробнее, о чем говорили? Вы знаете, я считаю, что конструктивная встреча очень прошла. Говорили обо всем, и скажем так, главное это, скажем, вы знаете, что президент 26 февраля указом объявил день спротиву, да, оккупации. Был Крымский форум здесь организован в Киеве. И 18 мая, в день депортации крымских татар, состоялась эта встреча. Действительно, многое давалось в средствах массовой информации. Но я скажу вам, как человек, который уже не один десяток лет в этой политической кухне по Крыму варится, встреча прошла очень доброжелательно, конструктивно. Президент говорил о том, что мы отдаем дань памяти тем десяткам тысяч людей, которые погибли во время оккупации, а там 180 тысяч крымских татар было депортировано, более 40% умерли в пути, плюс в июне месяце были еще депортированы десятки тысяч армян, болгар, греков, немцев из Крыма. Речь шла и о том, что будут введены праздники, там Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, разговаривали о строительстве мечети соборной в Киеве. В Украине, если мне память не изменяет, около 2 миллионов мусульман вообще живет. И о строительстве... Да, это то, что публично, я с вами согласна, это публично говорилось и о строительстве домов в Херсонской области, 100 домов в городе, в Киеве. А что еще? То, что, скажем так, неизвестно в СМИ, да, не было сказано. Я не могу сказать, что там ничего особо секретного не было сказано. В свое время был уполномоченный президентом по делам крымских татар, им был Мустафа Джемилев при Порошенко. Джемилев, да. Потом
Он ушел сейчас народный депутат, и президент говорил о том, что можно вернуться к этому вопросу и обсудить с крымскими татарами, потому что они, насколько мне известно, там в прошлом году еще, когда Зеленского избрали президентом, они поднимали вопрос о том, чтобы эту институцию вернуть. Плюс... Как думаете, вернут? Я не вижу противопоказаний никаких. Мне кажется, что это возможно. Плюс президент сказал о том, что будет создана рабочая группа по Крыму. Это при офисе президента, правильно? Про эту рабочую группу вы имеете в виду? Да, насколько я понял, да, потому что, к сожалению, у нас за те годы, которые прошли с момента оккупации, так и не родилась целостная программа по деоккупации Крыма, поэтому многие ведомства действуют, скажем, на свое усмотрение. Кому-то Крым приснился, кому-то он не приснился. Поэтому президент сказал, что будет создана экспертная группа при активном участии крымских татар, в которую, я так понимаю, войдут и люди, которые разбираются в крымском вопросе, и в том числе и вице-премьер, и представитель президента, для того, чтобы шаг за шагом все-таки формировать программу действий Украины по деоккупации Крыма и Севастополя. Потому как на сегодняшний день она, к глубокому сожалению, пока что такой программы нет действий. Поэтому это я считаю, что хороший шаг вперед. И говорили о том, что вы знаете, что по поручению президента там были пункты пропуска еще в прошлом году с украинской стороны приведены в как бы достойное состояние, да, поэтому говорилось о том, что возможно сделать на территории Херсонской области, там прилегающей к административной границе с Крымом, территории приоритетного развития, для того, чтобы была динамика развития на прилегающей к Крыму территории. Вот где-то приблизительно плюс-минус такой спектр вопросов. Встреча прошла конструктивно, в деловой обстановке. Лидеры крымских татар поблагодарили президента за этот откровенный разговор. Послушайте, я в разных моментах бывал. Я помню, что когда в 1999 году десятки тысяч крымских татар пришли под правительство Крыма, и была ситуация крайне взрывоопасная, тогда были очень тяжелые переговоры, и в Крыму мы стояли на грани конфликта. И я помню в начале 2000-х годов, когда была массовая там драка в районе села Морское, несколько тысяч людей, и крымских татар, и, скажем так, христиан схлестнулись, там тоже была ситуация просто, я 14 часов вел переговоры, чтобы выйти из того конфликта. Много было, знаете, таких историй, самозахватов и так далее. Поэтому объективно я считаю, что это на моей памяти самая спокойная встреча, которая была когда-либо на уровне главы государства с крымскими татарами. На этой встрече также присутствовал и Ахтем Чигоз, заместитель председателя Меджлиса, бывший политзаключенный. Мы его записали к эфиру. Давайте послушаем, что он сказал по поводу встречи. Для меня, в общем-то, непонятно, почему не были. Раз уж эту встречу весь год не проводили, ее как бы приурочили к 18 мая, почему хотя бы несколько указов не были готовы, да, уже с подписью президента, например, о Меджлисе, крымско-татарском народе, и где четко сказано, насколько регулярно, целесообразно нам встречаться для того, чтобы вместе разрабатывать и принимать решения, направленные на деоккупацию Крыма. То есть мы только этими озадачены и считаем, что государство и команда президента, в общем-то, ничего такого внятного по Крыму мы в течение года не слышим. Кроме провокаций, там воду дать, и что там наши граждане, и по обмену, не по обмену, и по освобождению наших заключенных четких нету каких-либо действий и планов, поэтому только такие месседжи загального характера. Это был у нас Ахтем Чигоз, заместитель Меджлиса, заместитель председателя Меджлиса, вот такая позиция у него. Он сказал об указе. Это, наверное, указ о взаимодействии президента с Меджлисом.
который готовился к подписанию и готовили его и в офисе президента. Что вам известно по этому поводу, Сергей Владимирович? Ну, на самом деле, я не видел этого проекта указа, знаю, что работа велась. Я даже больше вам скажу, что я говорил крымским татарам, я накануне встречался с Мустафой Джамилевым и Фатом Чубаровым. Кстати, Ильми Умеров там тоже был на этой встрече, он тоже политзаключенный и тоже был освобожден. В 1999 году, когда десятки тысяч крымских татар на 55 лет депортации пришли под Совет министров Крыма, и ситуация была крайне взрывоопасная, тогда мы здесь были у Леонида Даниловича Кучмы, и итогом компромисса было создание Совета представителей крымских татар при президенте, в который вошел весь меджлис крымско-татарского народа и возглавил Мустафа Джамилев. И тогда даже в Организации Объединенных Наций признали опыт Украины по урегулированию межнационального конфликта уникальным. И тем более в России тогда была Чечня. И ОБСЕ даже покинула тогда Украину, они находились в Крыму. Поэтому я, например, говорил о том, что почему бы не реанимировать. Ну, а когда Янукович пришел, он эту Раду представников крымско-татарского народа при президенте, он убрал оттуда почти всех членов Меджлиса. Да, и тогда были милиферка, если мы помним все эти события. И, Сергей Владимирович, хотелось бы вернуться к этому указу. Как думаете, почему его не подписали? Я знаю, что люди, с теми, с кем я общаюсь, они говорили, что они готовили именно к 18 мая, к годовщине геноцида. Что произошло там, что, возможно, не удовлетворило, какие моменты, какие пункты, на ваш взгляд? Что вы знаете по этому поводу? Меня с проектом указа никто не знакомил. Я знаю, что речь об этом шла, но я знаю, что этим занималось представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, и лично там Кореневич. Но я этого проекта указа не видел. Я почему говорил о Раде представителей? Потому что я говорил о том, что когда Янукович убрал оттуда Меджлис, людей из Меджлиса, и ввел туда лояльных крымских татар, которые, скажем, были не членами Меджлиса, то я, например, говорил о том, что почему бы не вернуть сегодня Меджлис в Раду представителей крымско-татарского народа при президенте, с тем, чтобы она работала, потому что она имеет статус дорадчо-консультативного органа. Насколько мне известно, но я опять-таки подчеркиваю, что я не видел этого проекта указа, что там шла речь о том, чтобы, как я слышал, да, о том, чтобы там сделать встречи регулярными и так далее. Мне казалось бы, да, это моя субъективная точка зрения, что если бы дорадчо-консультативная рада и там был Меджлис, она имеет определенный статус согласно полномочиям президента, и она могла бы быть достаточно эффективной, если бы она работала. Ну, я не могу сказать, почему не вышли какие-либо документы, потому как я их на самом деле не видел. И возвращаясь именно к рабочей группе, уже хотелось бы немножко подробнее поговорить об этом, и вы уже говорили частично, она будет заниматься деоккупацией. Как думаете, кто должен войти в эту группу? Будут ли там общественники? Будете ли, возможно, вы там тоже принимать участие? Ну, кстати, президент сказал, когда шла речь там по указам, он сказал, мы создадим экспертную эту группу по Крыму, которая выработает документы, в том числе, если будет необходимость, проекты указов, которые я готов буду поддержать. Кто должен войти в группу? Ну, скажем так, будет решать президент, руководство офиса президента. Но, как мне кажется, туда должны войти и лидеры крымских татар, туда должны войти, скажем, люди, которые знают Крым, которые жили в Крыму, которые там руководили Крымом, правозащитники, там такие люди, допустим, как Коля Семена, да, там известный журналист, который тоже сидел там за стенках. Ну, на мой взгляд, да, там есть там Валентина Самар, да, есть люди, которые жили, живут Крымом и будут жить. Ну, я могу сказать, что Тахтем Чайвоз говорит, что там типа размыто. Ну хорошо, при Петре Порошенко
как бы были продекларированы там проекты изменений в Конституцию, были еще какие-то вещи продекларированы, но в конечном итоге программа деоккупации Крыма так за 5 лет и не родилась, о чем я, кстати, не раз и говорил. Я много раз говорил раньше о том, что, знаете, ребята, вот у меня там мама умерла в Крыму, и меня не пустили ее похоронить. У меня Крым болит, поэтому я настаиваю на том, чтобы такая программа была. А может, у кого-то Крым не болит, поэтому и соответственно отношения. А у офиса президента есть план деоккупации Крыма? Я думаю, что плана деоккупации на сегодняшний день нет, но работа ведется и вице-премьером, министром по делам оккупированных территорий, и представительством, и одним из замов в офисе президента. Там, где меня будут подключать, я буду подключаться. Будет создана экспертная группа. Я думаю, что это все наберет новых оборотов. И, наконец-то, эта программа будет... Она в один день не может родиться. И тут, знаете, это на самом деле... Я всегда сравниваю эту программу с таким айсбергом. На вершине айсберга, который надводная часть, там будет написано «Крым, Севастополь, украинские, мы их вернем». А очень много будет, на мой взгляд, таких проектов решений или действий, да, всех министерств, ведомств. Что делает МИД там на международных площадках по Крыму, там в ООН, что парламент делает, что делает Кабинет министров, что делает СБУ, там пограничники и другие, да. Поэтому подводная часть айсберга по деоккупации Крыма и Севастополя, она на самом деле гораздо больше, как у всех айсбергов, да, чем надводная. Ну, не все можно будет опубличивать, но когда будет логистика это отстроена и программа действий принята, тогда все чиновники будут понимать, кто что должен делать и кто за что должен отвечать. Тогда мы, наверное, будем двигаться более эффективно. И у нас есть телефонный звонок из Москвы. Александр, добрый вечер. Задавайте вопрос нашему гостю. Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые гости. Да, это я, Александр, из соседней России. У меня такой вопрос к гостю. Будет ли ставиться по поводу деоккупации и информационная политика? Потому что вот законы законами это хорошо. А я уже не раз говорил, что до Крыма и даже до Москвы, кроме кремляне, ничего не доходит. А у вас в Украине есть много патриотических радиостанций, и там издательский дом НВ, и там многие телеканалы. Будет ли как-то это делаться, чтобы больше расширялось? Потому что, на мой, повторюсь, субъективный взгляд, это главная информационная политика, в которой Украина, к сожалению, нашим бандитам проигрывает. А вам, как всегда, удачи и здоровья. Спасибо вам. Сергей Владимирович, Да, вам и вопрос. спасибо. И тоже удачи и здоровья. Тем более там пандемия Россию серьезно накрывает. Я могу сказать, что на самом деле это действительно так. Сегодня весь мир живет в интернете. И в информационном плане мы достаточно во многом проигрываем Российской Федерации, и не только по Крыму, но и по Донбассу. И, насколько я знаю, несколько дней, по-моему, даже назад было принято решение, что развивать вещание и на Крым и Севастополь, и на оккупированный Донбасс и Луганск. Будем надеяться, что в этом плане сдвиги будут происходить, потому что я всегда не буду уставать говорить. И вернуть территорию, для того, чтобы вернуть территорию, надо вернуть умы людей и убедить их в том, что они должны сюда вернуться, что здесь лучше, чем там, где они сегодня находятся. Не вернув умы и сознание людей, территории вернуть невозможно. И у нас есть еще один телефонный звонок из Симферополя. Добрый вечер. Представляйтесь и задавайте вопрос. Здравствуйте, господа. У меня вопрос чисто к господину Кунисову. Можно? Конечно, задавайте. Господин Кунисов, вот вы выступаете сейчас на радио, которое информационно направлено на крымчан. Вот я сам крымчанин. Как вы думаете, как мы будем к вам относиться, когда вы говорите в Крыму, когда у вас есть крымские татары, татарский народ, а остальные русские и прочие, это у вас какая-то биомасса. Вы даже слово «русский» народ никогда не произносите. Как вы думаете, как мы вам будем после этого относиться? К вам и к вам подобным киевским политикам? Спасибо за ответ. Вот такой эмоциональный вопрос вам. Да, я могу вам сказать, что в Крыму
на момент оккупации 58% было этнических русских, 24% этнических украинцев, около 13% крымских татар, а вообще-то живет там более 100 национальностей и народностей. И я всегда занимал позицию, скажем так, проукраинско-патриотическую, но я никогда не забывал, что я этнический русский. Для меня Россия — это Пушкин, Лермонтов, Высоцкий, Макаревич, Ахиджакова, да, но не те, кто давал команды убивать украинских братьев на Донбассе. Поэтому, и что касается, скажем, вопроса по... Я почему и говорю, что честь и хвала крымским татарам, что они сражаются, но на самом деле я прошу везде, в том числе и в офисе президента, помнить о том, что там живет 25% этнических украинцев, и не все русские по национальности плохо относятся к Украине или ненавидят ее и не хотели бы вернуться в Украину. Поэтому, когда даже Верховная Рада там несколько лет назад голосовала по переименованию около, там, по-моему, 59 или 60 городов в Автономной Республике Крым, там, вернуть там крымско-татарские названия, я не проголосовал, потому что и мне задавали крымские татары вопросы, потому что я считаю, что мы должны объективно оценивать ситуацию. Да? Если там говорить, что там не нравится название Керчь, то она была там Пантикопеем, там, тысячелетием, или Феодосия была Кафой, а Севастополь там до России и прочих дел был Херсонесом Таврическим. И даже Красноперекопск, в котором я был мэром города, он был в 1932 году создан в пустыне. И если мы оставляем там, убираем слово «красное», оставляем район Перекопский, а город называем Яныкапу, то я не совсем с этим согласен. Поэтому не думайте, что есть вопросы, по которым я не имею собственного мнения. Я его всегда имею и буду иметь. Поэтому мне не стыдно перед крымчанами и перед тем, что я столько сил и усилий оставил в Крыму. Меня 3 раза подряд в самые тяжелые 90-е годы и народным депутатом, и мэром Красноперекопска в 90-м, 94-м, 98-м избирали, и премьером, и 4-жды депутатом Верховной Рады Крыма. Я имею моральное право побольше некоторых штатских, которые там умничают, говорить о Крыме. Да, Сергей Владимирович, но сейчас же идет разговор уже после депортационных, да, названиях, после того, как после депортации, да, все произошло. И название имен, название поселков именно после депортации. И возвращаясь к нашей теме, хотелось бы еще сказать о том, что вот 15 апреля мои коллеги, когда с вами общались из радио Крым Реалии и сайта Крым Реалии, они говорили, что, процитирую, что вы будете давать рекомендацию, касающуюся деоккупации Крыма на посту советника. Как вы видите деоккупацию и какие вы уже советы успели дать господину Ермаку по деоккупации Крыма? Во-первых, я высказал свои точки зрения на то, что главное, я считаю, это нужна программа деоккупации. То, чего вот уже 6 лет прошло, а программы целостной, логистически выстроенной, да, нет. И для того, чтобы, знаете, как всегда даже военачальники перед тем, что-то делать, они план разрабатывают. Вот я думаю, что когда будет сверстана эта программа, которая каждый чиновник будет знать, что он должен делать по вопросу там деоккупации Крыма и Севастополя, по своему ведомству, тогда гораздо легче будет всем работать и быстрее будем двигаться. Вот. Это главный как бы совет. Второе, скажем, привлечение в качестве экспертов по Крыму людей, которые руководили Крымом, которые живут здесь сегодня на материковой Украине. Потому что, откровенно скажу, практически до последнего времени, вот до моего прихода, да, то есть предыдущие 5 лет нас ни разу не привлекали по крымским вопросам. И никогда не спрашивали и не советовались почему-то. Как думаете, Могилева тоже нужно спрашивать и привлекать к тому, что вы говорите?
Он тоже Я не был. знаю. Я не знаю, скажем, у меня особое отношение к тем людям, которые руководили Крымом, когда его сдавали, захватывали. И я не хочу комментировать эту ситуацию, это не я буду решать. Но у меня есть по поводу как бы каждого из... Вы понимаете, что я владел очень серьезной информацией, владею, там, будучи представителем президента, когда меня Турчинов туда отправил, и я там 2 недели самых тяжелых находился, и я тогда, вы знаете, вернувшись сюда, в эфире у Савика Шустера подал в отставку в знак протеста против того, что Крым так себе сдается. Да? Мне было стыдно перед феодосийскими морпехами, перед командирами кораблей, которых там гоняли в Донузлавской бухте и так далее. Поэтому у меня свой взгляд на все то, что происходило тогда. И я бы не хотел сейчас там давать кому-либо оценку, но я прекрасно, достаточно объективно понимаю, что происходило тогда, в 2014 году. Сергей Владимирович, вот если говоря о деоккупации, Меджлис всегда говорит о создании национальной автономии, крымско-татарской национальной территориальной автономии. Как вы к этому относитесь? Вы поддерживаете создание автономии? Ну, что значит? Во-первых, в 90-м, по-моему, да, или в 90-м, в 90-м, по-моему, году крымчане проголосовали за воссоздание Крымской республики Крым. Ну, по территориальному признаку. Потому что тогда был проведен референдум, потом общеукраинский референдум. На тот момент крымские татары, особенно 91-92 год, они активно возвращались. Но не учитывать тот факт, да, крымские татары являются коренным народом, автохтонным народом, у которого кроме Крыма ничего нет. И не учитывать эти особенности мы не можем. Но с точки зрения национальной автономии, это очень такая тонкая материя, которой мы должны продумать каждый шаг, понимаете? Потому что проще всего сказать, да, я за, и стать любимцем у крымских татар. Но я думаю, что там закон о депортированных крымских татарах, о коренном народе, очевидно, надо принимать в Верховной Раде. Что касается конституционных изменений, то это очень тонкая материя, и здесь надо все взвесить, потому что мы должны понимать, что на территории Крыма живет 12-13%, там 256 тысяч было на тот момент крымских татар, которые объективно сражались и сражаются за Украину, но и 88% не крымских татар, мнение которых мы не учитывать не можем, в том числе более 600-700 тысяч без Севастополя, кстати, да, этнических украинцев. Поэтому здесь надо искать формулу, которая бы не рассорила и не разделила людей. Формула сложная. Да, я надеюсь, что экспертная рада выйдет на некое решение. Я сейчас бы не занимался, я не Нострадамус, какая должна быть формула. Она однозначно непростая, но президент Зеленский сказал, что будет экспертная рада. Я думаю, что она должна будет в конечном итоге предложить президенту варианты компромиссного решения этой проблемы. Сергей Владимирович, у нас осталось немного времени. Хотелось бы еще более подробнее поговорить и о Крыме, и немного затронуть и тему футбола. Но касательно Крыма, когда я готовилась к эфиру, я прочитала такую информацию, да, что Крым и Россия сейчас соединены Керченским мостом, а его строительство вообще начали говорить в конце 2000-х годов, и тогда и мэр Москвы Юрий Лужков, и глава Верховного Совета Крыма Грач, и вы тогда были председателем, главой Совмина, да, говорили о создании, об этом Керченском мосте, чтобы он соединил, да, Крым с Россией. Вот если уже смотреть через призму аннексии Крыма, что вы можете сказать? Ну, на самом деле, я в 98 году стал премьер-министром Крыма. А разговоры уже были в 99 году, встреча у вас была. Да, мы с Лужковым подписывали соглашение, был в Симферополе Дом Москвы, Дом Дружбы. И я скажу, что да, Лужков был одержим идеей строительства Крымского моста, да, моста Дружбы, который бы связал. Мы туда даже там на самолете с ним пролетали над этим мостом. Он почему-то, ему кто-то рассказывал о том, что
можно с Кубани и воду питьевую подавать через Керченский пролив, на что я ему говорил: Юрий Михайлович, невозможно с Кубани подавать воду. Во-первых, Северокрымский канал, он около 100 метров шириной, и технологически это невозможно, и на Кубани воды столько нет. А во-вторых, я ему все время говорил: ответьте себе на вопрос, почему Советский Союз, великий и могучий, не построил мост через Керченекальский канал, хотя попытки такие были даже до 1973 года. При Гитлере немцы в 1943 году построили там мост, и он работал. Уже когда Крым освободили от немецко-фашистских захватчиков, мост простоял, а потом его торосы с Азовского моря снесли просто, там даже поезда ходили. Я очень долго занимался этой проблемой, и я ему говорил: а объясните мне, как вы думаете, почему Советский Союз не построил мост, хотя он там просился? А не построен был по нескольким причинам. Потому что... Если можно коротко, у нас очень мало времени, Сергей Владимирович, хочется... Коротко, во-первых, если вы помните, атомную станцию в Щелкино закрыли, потому что там тектонический разлом и опасность 10-бального землетрясения. Во-вторых, грунты в Керченском проливе настолько рыхлые, что ты там не строй, это все может поплыть. Мы тогда рассматривали вопросы, работали с метростроевцами Киева и Днепропетровска о тоннеле. Плюс там сейсмоопасная обстановка, и сами по себе грунты, какие бы технологии ни использовали, они очень опасные. Поэтому Лужков тогда, мы с ним много на эту тему говорили, но он инженер-строитель, я инженер-строитель. Я могу вам сказать, что на самом деле я не знаю, сколько он продержится и какова там будет ситуация, но там и грунтовая обстановка, и тектоника, и сейсмоопасность очень высокая. Давайте сделаем такой блиц небольшой. Как вы относитесь к тому, что говорят и можем услышать и от представителей «Слуги народа» о подаче воды в Крым? Ваше отношение к этому? Нужно ли подавать воду в Крым? Ну, на самом деле я знаю баланс водный. Я после возвращения из Афганистана работал в 80-х годах на заводе ЖБИ управления Крымканалстроя. Я знаю ирригационную систему Крыма. Запасов питьевой воды в Крыму нет. И Крым долго не продержится. То, что он продержался эти годы, это благодаря тому, что 60 лет дренировали воды. Только Севастополь, южный берег Крыма могут при хороших снежных и дождевых условиях обеспечивать. Без Северокрымского канала Крым не выдержит, он будет медленно превращаться в пустыню, что сегодня и происходит. Вопрос подачи воды в Крым – вопрос политический. Его Россия не решит, потому что с Кубани это невозможно. Опреснительные установки по типу Сингапура стоят там сотни миллиардов долларов, их у России нет. Но это вопрос решения президента Украины, а он лежит не в плоскости России. Но Крым будет медленно опустошаться, особенно степной Северный Крым. И там сегодня, я знаю, процессы идут, и озера высыхают, и химические предприятия и так далее. Это на самом деле вопрос лежит в плоскости президента Украины, но не в части нас, экспертов. Как человек, который руководил Крымом и знает, могу вам сказать, Крым проблему водоснабжения не решит без Украины. Не решит. Понятно. А как вы относитесь к позиции по свободной экономической зоне? Вы за отмену этого закона, либо против? Ну, та свободная экономическая зона, которая была создана, по-моему, в 2014 году, на мой взгляд, она требует радикального пересмотра, и она в большей степени была направлена на то, чтобы защищать права собственности украинцев на ту собственность, которая осталась в Крыму. Но мы знаем, что недавно Путин издал указ, по которому там десятки тысяч людей, не только украинцев, и там белорусов, и европейцев, американцев, кто владели там землей, у них это право отобрали. Поэтому я думаю, что если вести речь о создании свободной экономической зоны или территории приоритетного развития, эффективнее было бы все это пересмотреть. С учетом того, что я в 1994 году, вы знаете, создал первую в Украине свободную экономическую зону Сиваш в Красноперекопском районе, городе, и она успешно работала. Этот опыт можно было бы перенести на
как мне кажется, на прилегающие районы, там, Каланчакский, Чеплынский и Новотроицкий со стороны Херсонской области, и там создать бизнес-инкубатор и льготные условия. И хотелось бы завершить эфир именно с футболом. Главный тренер команды Таврии, он заявил, что после снятия карантина и ограничения судьба футбола остается неясной и более такой плачевной. Если можно 20-30 секунд, как можно спасти футбол Таврию? Только одним путем – найти спонсора. Пока предыдущие годы мы там воссоздавали, много сделали. Как вице-президент Федерации футбола Украины я благодарен президенту Павелко. Мы с УЕФА договорились, они 1 000 000 евро на стадион дают на Таврию. Я 10 миллионов гривен депутатских оставил, там проект сделан в Береславе. Но нужно найти спонсора. Футбол – это дорогое удовольствие. Сейчас все пытаемся вместе помочь команде, чтобы она жила и играла, потому что в Крыму профессиональный футбол запрещен. Спасибо огромное. С нами был Сергей Куницын, советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. А с вами в эфире была Альвина Сидбулаева. Оставайтесь на радио Крым Реалии.